Уважаемые жители Республики Коми, добрый вечер. Сегодня очередное наше включение. Несколько слов об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 1393 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки 41 человек. Всего под медицинским наблюдением в республике 1503 человека. Выздоровело 748 человек и за минувшие сутки 44 человека. Как я говорю, последние дни арифметика в нашу пользу, но все-таки много мы заболеваем, 41 человек в сутки это очень много, надо меньше заболевать. И я коснусь этого вопроса еще раз, когда буду рассказывать о введении первого этапа. Буквально несколько минут назад мы закончили заседание Республиканского оперативного штаба, обсудили очень важные вопросы, в том числе как раз муниципальный контроль за соблюдением мер безопасности при введении первого этапа. Кроме этого, заслушали, как проводится дезинфекция общественных мест, также введение электронных пропусков для вахтовых работников и для командированных работников в республику. Вот я уже не раз говорил о том, что мы на самом деле балансируем сейчас в связи с тем, что мы все-таки очень интенсивно заболеваем. А первый этап, вы помните, что мы ввели, когда у нас был коэффициент РТ единица, и мы сейчас балансируем. Вот чуть-чуть больше единицы, потом опять единица. Вот что на сегодняшний день выявил как раз вот этот муниципальный контроль? Выявил обоюдное нарушение мер безопасности. То есть как сотрудники магазинов, в меньшей степени сотрудники сервиса, так и посетители магазинов, особенно не соблюдая меры безопасности. То есть не одеваем маски при входе в магазин и не одеваем перчатки. Вот к чему это приведет? Вот это как раз ведет к тому, что мы с вами больше начинаем заболевать. Потому что введение полностью первого этапа – это больше контакт. Нужно в этом проявлять такую, знаете, самодисциплину и взаимодисциплину. Если вы заходите в магазин и видите продавца без маски, не стесняйтесь, делайте замечания. Это, знаете, не надо вот такой псевдо-стеснительность. И точно так же, если зашел покупатель без маски, делайте ему замечания. Потому что как раз вот такая самодисциплина приведет нас к тому, что мы перейдем ко второму этапу, все-таки минуем этот тяжелый этап, когда мы прирастаем очень сильно. Если же мы будем относиться к этому абсолютно безразлично, то мы точно откатимся к тому, что мы вынуждены будем остановить первый этап. Нам этого нельзя делать ни в коем случае. Поэтому будьте проявлять такую взаимную солидарность и взаимную ответственность. В республике возобновились межмуниципальные пассажирские автобусные перевозки. Мы их приостанавливали на период режима ограничений. Все рейсы выполняются с обеспечением мер такой безопасности, проводится дезинфекция в салонах транспортных средств, соблюдается обязательно социальной дистанции, ну и, конечно же, опять же, масочный режим. Также с соблюдением всех мер безопасности со вчерашнего дня возобновили работу в прежнем режиме многофункциональные центры республики. И в МФЦ работают со вчерашнего дня все окна, но пока получить услугу можно только по предварительной записи, это опять же для вашей безопасности. Хорошая новость для предпринимателей, их будет сегодня несколько. Еще в 9 муниципалитетах республики, в центрах «Мои документы» открылись бизнес-окна. И в первую очередь они нацелены как раз на помощь владельцам небольшого бизнеса, ну и тех, кто решил его открыть в этих даже непростых условиях. Можно получить консультации, можно по открытию своего дела подать заявление, ну и также получить готовые документы. До конца июля вот такие бизнес-окна заработают и в оставшихся 3 пока не задействованных муниципалитетах республики. И таким образом в каждом городе или районе у предпринимателей будет возможность получить услуги в специально выделенном окне МФЦ. В республике запущена новая программа поддержки предпринимателей. Теперь микро, малый и средний бизнес может быстро и на простых условиях получить в государственной микрокредитной компании Республики Коми займ в объеме до 1 миллиона рублей, причем под 1% годовых. Вот подать заявку и пакет документов можно в тех же бизнес-окнах в МФЦ, о которых я говорил, и можно это сделать не обязательно очно, можно дистанционно.
И вот только за первую неделю начала работы этой программы поступило 10 заявок, 6 из которых получили одобрение, и вот подписание договоров состоится уже на этой неделе. Еще одна очень хорошая новость – это 4 жителя Республики Коми удостоены государственных наград Российской Федерации. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю физико-математический лицей-интернат Елене Альбертовне Антоновой. Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено сменному мастеру Центральной водогрейной котельной Усинская тепловая компания Светлане Петровне Шепелевой. Почетной грамотой президента Российской Федерации награжден главный врач Ухтинской городской больницы номер 1 Магомед Хабиб Рамазанович Рамазанов. Благодарность президента Российской Федерации объявлена главному научному сотруднику лаборатории Института геологии Коми научного центра Людмиле Николаевне Андреевичевой. Вот приятно, что труд наших жителей республики получил такую высокую государственную оценку. Безусловно, мы все поздравляем вас с этими наградами, и желаем, чтобы эти награды не были последними. Уважаемые жители Республики Коми, на сегодняшний день это вся информация. Берегите друг друга, будьте здоровы, до завтра.